Основы здорового питания на севере – это прежде всего рациональное питание. Мы должны знать, что не есть такое понятие, как здоровое питание, но прежде всего это должно быть рациональное питание. Формула питания 21 века включает в себе не только натуральные продукты, это время все-таки идет, прогресс идет, есть новые продукты, поэтому мы не должны зацикливаться только на натуральные продукты. Есть продукты, которые имеют заданными химическими свойствами, например, это йодированный хлеб, йодированная соль. Есть пищевые добавки, которые используются в пищевой промышленности, есть биологически активные добавки, они отнюдь не относятся к пищевым добавкам, и они не являются лекарственным средством. Есть продукты с заданными химическими свойствами, но с натуральными наполнителями. Есть еще комплексы, витаминные комплексы, минеральные комплексы, которые сейчас очень много продается. В настоящее время проблема здорового питания у нас стоит на первом месте. Это приоритетное направление. И что отрадно, что последние годы наша молодежь, студенты особенно, очень большое внимание уделяют своему питанию. Это стало модным трендом здоровое питание, здоровые продукты. Что собой представляет формула здорового питания? Что такое здоровые продукты? Это прежде всего органические продукты. Это продукты, которые мы получаем без участия человека. Это продукты, освобожденные от всяких органических добавок, от пестицидов, химических удобрений. Это продукты, которые получены в экологически чистой среде. Это наша Якутия. Это продукты, которые выращивают, которые выпускают и которые перерабатывают наши местные сельхозтоваропроизводители, наши фермеры и наши, отцы и дети, наши родители. Но эти продукты где можно купить? Эти продукты у нас сейчас продаются, у нас есть вот такие современные киоски, они называются купавы, но там есть написано натуральные или фермерские продукты. Вот там продаются наши местные продукты. И еще одним из направлений здорового питания это биологически активные добавки к пище. Они сами по себе говорят, что это добавки к пище. Они не являются, я еще раз подчеркиваю, что они не являются лекарственным средством. Они ничего не лечат. Они просто предупреждают образование того или иного заболевания, особенно алиментарно зависимые заболевания. Это заболевания, которые происходят из нехватки пищевых веществ. Это прежде всего может быть источник кальция, источник железа или источник каких-нибудь минорных веществ, которые необходимы нашему организму. Например, калий, магний, которые необходимы для нашего сердца, для кроветворных органов, и кальций для суставов. И железо – это железодефицитное состояние, заболевание, так называемая анемия. Для профилактики этих продуктов мы должны употреблять биологически активные добавки. И как ее нужно употреблять, тоже надо знать, потому что мы получаем кальций, например, из других продуктов: хлеб, фрукты. Мы можем получить его из мясного бульона, из супов различных, Поэтому мы не должны так увлекаться, чтобы у нас не хватает кальция. Мы должны есть эти кальций содержащие БАДы прямо ложками или слопать по 3-4 капсулы. Обычно поскольку являюсь разработчиком биологически активной добавки серии Табапан, выпускающей компанией Таба, капсулированной форме и форме в виде чипсы, я знаю, когда мы проходили все разрешительные моменты, нам сразу сказали, что мы должны ввести в организм человека кальций содержащий БАД
только 20% от суточной нормы. Исходя из этого делаются БАДы. Витамины тоже нам необходимы, но мы знаем, что нехватка витаминов – это авитаминоз, а когда вы увлеклись витаминами, это гипервитаминоз. Это тяжелое заболевание, которого сложно, да, предупредить. Поэтому мы тоже должны знать, какие витамины у нас не хватает. Поэтому мы должны знать наше состояние, в котором уже дает предупреждение, что не хватает какого-то витамина. Да? А сейчас насчет местных продуктов. Чем можно мы заменить? Мы всегда говорим, что наши местные продукты – это чудо, это очень хороший продукт, это экологически чистый продукт, а кроме этого мы ничего не можем сказать. Да? А мы должны знать, в чем ее полезность, какие именно питательные вещества он содержит, каких веществ у него много и чем уникальность наших продуктов. Например, если взять лесные ягоды, которые необходимы для нашего организма, это кладезь витаминов. Особенно очень много витамина, которого нам необходимо, это витамин С, аскорбиновая кислота. Ее очень много в шиповнике. Не только в плодах шиповника, но и листьях шиповника его очень много. Есть очень много витаминов в смородине, черной, красной смородине, витамины группы. Витамин А, С и группа витаминов В. Есть много витаминов в северных ягодах, да, таких как морожка, голубика. Ну, морожки витамина А достаточно много. Ну, хочется отдельно подчеркнуть нашу бруснику. Брусника это уникально, хотя содержание витаминов там немножко меньше, чем в других ягодах, да? Но содержатся витамины. Но там есть много органических кислот, таких как салициловая кислота, лимонная кислота и бензойная кислота. Бензойная кислота, они необходимы нам для иммунитета. Поэтому, когда у нас ослаблен организм, когда пик заболеваний, инфекционных заболеваний, и пик ОРВ, ОРЗ и гриппа, нужно пить морсы, можно есть варенье. А насчет мясных продуктов, которые у нас есть, подчеркивается жеребятина, это в первую очередь. Жеребятина до 3 лет не содержит плохого холестерина. В жире жеребятины местными учеными выделено и изучено, подтверждено, что у них есть большое количество полинасыщенных жирных кислот, которые не образуются в организме. Это омега-3, омега-6, линоленовая, альфа-линоленовая кислота и линолевая кислота. Содержание этого ПНЖК, естественно, много рыбе, особенно морской рыбе, но что уникально только у якутской лошади. Есть такое. Не только жеребятина привлекательна и конина. В мясе конина содержится много железа. И если употребить мясо конины, то будет нормальная секреторная функция желчного пузыря. Что нам необходимо, потому что в последние годы очень много людей страдают с воспалением желчного пузыря. Что касается нашей рыбы, то рыба у нас, северная рыба, это живое серебро, так называемое, потому что содержание кальция, фосфора и других питательных веществ относительно хорошее, да? Но много кальция у карася якутского, много кальция тоже сиговых рыб и, конечно, в брюшине много полинасыщенных жирных кислот. Поэтому вот необходимо нам употреблять рыбу. Ну и кроме этого у нас есть уникальные якутские национальные кисломолочные продукты. Это продукты как сора, тар, пырпах, ечегей, мдан. У них технология такая, что там содержится, основа являются молочнокислые бактерии, которые уже присущи в нашем организме, которые необходимы для пищеварения нашего организма.
И еще хочется подчеркнуть, что состав молока сельскохозяйственных животных различные. Например, у кобылы жирность составляет до 1%, да? А у северного оленя она достигает до 34%. И белковый состав тоже не одинаковый. У молока коровы, например, казеиновый состав, у кобылы она составляет как глобулиновое молоко. Поэтому кобылье молоко по составу она похожа на грудное молоко. Особенности питания на севере мы говорим, что у нас липидно-белковый тип питания. Да? Мы должны больше употреблять молочные и мясные продукты. Наш центр уже более 10 лет изучает фактическое питание, проводит мониторинг фактического питания населения Республики Саха-Якутия. Мы разделили их на несколько зон, мы сравнили характер питания, но этот характер питания говорит, что у нас, скорее всего, уже углеводный тип питания. Да? Это вредит нашему здоровью, это нам уже нарушение питания. Да? Что это говорит? Мы изучили, что больше сейчас уже все, когда кто меня слушает, уже они все согласятся, мы сейчас очень много едим хлеба. На втором месте мы едим макаронные изделия, крупы, а на третьем месте мы много употребляем растительного масла. Быстро приготовляемые пищи, да, типа как супы, картофельное пюре, это все для наших студентов, это такое решение питания, поскольку у нас этот век считается веком быстрой еды. Пищевые привычки сейчас должны быть выработаны с малых лет. Поэтому сейчас, если мы хотим сохранить свое здоровье, мы должны соблюдать и учить наших детей с малых лет. Поэтому я всегда в конце своей лекции говорю, что слова очень хорошие, поучительные слова Гиппократа. Еда должна стать для нас лекарством, чтобы лекарство не стало для нас едой.